Всем привет! В эфире 381 выпуск программы «Пропеллер». И сегодня с вами в студии Марина Никонова, я Вера Дронова и наша новая соведущая Лера Головизнина. Приветствуем! Наш выпуск посвящен сильной половине человечества. Это мужчины. Мужики! У каждого хорошего мужчины есть часы. Почему же у каждого хорошего? Может, они все хорошие? Все хорошие, Я но не все поспорю. носят часы. Все пунктуальные мужчины носят часы. Я прочитала в интернете, и эта информация меня очень заинтересовала. Раньше часы использовались только мужчинами, и они были карманными. А затем один мужчина додумался и придумал ремешок для часов. Но это служило аксессуаром только для женщин. Потом, во время Первой мировой войны, один пилот понял, что использование часов на руке – это намного удобнее. Почему у мужчин огромное количество часов, кто-то их коллекционирует? Вот я думала об этом сегодня и думала, что это как-то странно немножко. Ну давай не будем вообще говорить о коллекционировании часов. Да, я не назвал бы себя особенным коллекционером, но тем не менее я могу рассказать пару слов о часах. Хотя, казалось бы, о чем там рассказывать, все в принципе известно, все расписано, можете почитать на Википедии, если интересно, но есть один нюанс, эта информация не очень систематизирована. Часы можно разделить условно на три категории. Это механические, кварцевые и электронные часы. Кварцевые часы, по сути дела, представляют из себя небольшой механизм с парой шестеренок и батарейкой. Это очень удобный, очень выносливый, не зависящий от внешних факторов механизм. Достаточно менять батарейку раз в 1,5-2 года. Что интересно, у кварцевых часов очень много общего с обычной пьезозажигалкой. Дело в том, что в зажигалке вы давите и получаете электрический разряд, то в часах наоборот. Вы применяете электрический разряд и получаете колебания, деформацию и идущие стрелки часов. Механические же часы, напротив, требуют репассажа каждые 3-4 года, требуют постоянного завода. Они зависят от температуры, от давления, от гравитации, от кориолисовой силы Земли и всего остального. Чем хороши механические часы, это чудо инженерной мысли у вас на руке. Этого достаточно. Пожалуй, самые известные электронные часы – это часы Casio G-Shock. Конкретно G-Shock'ов у меня нет, у меня есть очень похожая модель, которая называется ProTrack. Имеет огромное количество разных функций, типа барометра, компаса, альтметра и так далее. Ни одна из этих функций вам, скорее всего, в жизни не пригодится. Но, тем не менее, что мне нравится в этих часах – это замечательный карбоновый браслет. Что интересно в кварцевых часах? Дело в том, что все механизмы кварцевых часов, по сути дела, одинаковые. Они производятся 3-4 компаниями. Основные — это ETA и Miyota. Соответственно, Швейцария и Япония. Поэтому существует распространенное мнение, что покупать кварцевые часы дороже 10 000 рублей – это пустая трата денег, потому что в конечном счете калибр, на котором работают часы, будет одним и тем же. Но тем не менее вы можете увидеть, что отделка часов отличается, корпуса часов тоже отличаются, несмотря на то, что сердце внутри них бьется одно и то же. Особняком стоят кварцевые часы с солнечной батареей. Несмотря на то, что мы привыкли представлять солнечную батарею как панель с несколькими сегментами, в кварцевых часах с солнечной батареей этого может даже не быть, то есть солнечная батарея вмонтирована под циферблат, ее не видно, и тем не менее она работает. Еще у этой модели есть такой интересный элемент дизайна, как поворотный безель. Это кольцо вокруг циферблата. Впервые было использовано в часах для подводного плавания, для того, чтобы узнать, сколько времени осталось до того, как кончится кислород. Но в моих часах, так как это не дайверские, а летные часы, нет рисок времени, там логарифмическая линейка. Теперь поговорим о механических часах. В кадре вы можете увидеть, как вращается эксцентрик автоподзавода. Что это такое? Это пластина из плотного металла, достаточно тяжелого, которая позволяет вам не заводить часы собственноручно. То есть вы просто носите часы на руке, а они сами по себе заводятся.
Обычно все дорогие часы являются именно механическими, потому что они несут в себе различные сложные технические элементы, например, турбильон. Естественно, часов с турбильоном у меня нет. Скажу лишь только, что он нужен для того, чтобы нивелировать влияние земной гравитации на ход часов. Такие часы идут гораздо точнее и не отстают, не спешат и стоят больше 100 тысяч рублей. Майк подсказывает мне, что это называется окуляр. Окуляр часов может быть изготовлен из 3 материалов примерно. Самые распространенные – это акрил, минеральное стекло и сапфир. Что интересно, большинство мужских наручных часов сохранило в себе черты своих прародителей. Обычно это армейские часы. В данном случае эти механические часы являются потомком летных часов 40-х годов. В последнее время часы принято считать модным аксессуаром, не несущим никакой практической пользы, потому что время вы можете посмотреть на мобильном телефоне. Это не совсем так, потому что часы – это, как я уже говорил, инженерное чудо. И какой мальчишка не любит сложных механизмов, и копаться в них, и носить их, и пользоваться ими. Следующий наш сюжет посвящен кроссфиту. Да. Кроссфит – это очень такая жесткая тренировка. Я открою вам секрет. Это очень сложно. Это очень сложно. Мне кажется, это... Я правильно думаю, что это мощная кардионагрузка? Это именно, вот именно, что это кардио. Я люблю больше силовые какие-нибудь упражнения, там с весами, а там чисто кардио. Упал, отжался, пробежал, попрыгал. А насколько я знаю, это сочетание и так же, как силовой нагрузки, так и кардио. Здесь очень важна роль тренера, инструктора, потому что кроссфит – это мощнейшая кардионагрузка. Сердце наше, вот, человеческое, оно, если нагрузка на него больше, чем 130 ударов в минуту, то это плохо, это очень вредно. Поэтому прежде чем идти на любые спортивные тренировки, нужно сходить к врачу и обследоваться. Если вы хотите похудеть, нужно заниматься кроссфитом. Намного проще. И тем более тренер, он следит за тобой, ты у него прям вот тут вот ты только расслабишься. Давай, давай, давай. Ай, все, и опять сначала. То есть тебе очень понравилась эта тренировка? Да. Очень? Да. Ну, там, наверное, тренер был такой хороший. Симпатичный. Спортом я начал заниматься 5 лет назад. Постепенно начал тренироваться, массу набирал. И 2 года назад узнал про кроссфит. Вначале у меня тут в городе тренеров не было. Я почти один из первых, кто начал заниматься кроссфитом. В Москве я обучался у американцев и у ведущих российских тренеров брал консультации, там с ними тренировался. Кроссфит – это программа тренировок, которую основали в Америке. В 1995 году Грег Глассман, бывший гимнаст, собрал воедино все методики: гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику. Человек развивает все 10 своих физических качеств и тренируется в функциональных движениях, которые постоянно варьируются и выполняются с высокой интенсивностью. В Якутске пока официального так кроссфита нету. Но вот мы, ребята, занимаемся и потихоньку сейчас начинаем тренировать людей. Мы не разделяем тренировки по группам мышц. Мы стараемся тренировать все тело функционально. Человеческое тело, оно такое, что отдельные группы мышц, они неэффективны в работе. Все мышцы в совокупности вместе работают, то человек более функционален, и он более быстр, ловок, силен. Кроссфит-атлеты по всему миру придерживаются такой диеты, как так называемая палеодиета или зональная диета. То есть овощи, фрукты и много мяса едим, и орехи, семена. Все тренировки начинаются вот с этой палкой. Вот, с какой бы ты базой ты ни пришел, сначала изучаем технику, потом постепенно увеличиваем веса. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. В кроссфите мы приседаем не как пауэрлифтеры и не как бодибилдеры, а как тяжелоатлеты. Ноги у нас не слишком широко, а вот на уровне плеч, носки чуть-чуть в сторону, полностью выпрямляемся. Вот. Вот, попробуй. Первое движение – таз назад и вниз. Колени разводим в сторону. Вот.
Кроссфитом желательно заниматься 5 раз в неделю, но для новичков и 3 раза хватает. Через 3 месяца примерно занятий вы можете уже ощутить легкость в движениях, у вас лишние килограммы уйдут, в нужных местах появятся мышцы, и ваше тело приобретет самую сбалансированную форму для себя. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. Я сдаюсь. Work is never, let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss. Таким образом мы учим даже девушек подтягиваться с помощью резинок. Постепенно девушки уже без помощи могут научиться подтягиваться. Я покажу тебе самое нелюбимое упражнение кроссфитер во всем мире. Называется бёрпи. Стараемся ноги держать прямыми, вот так. Вот, и потом резко опускаемся на землю. Тазом и грудью касаемся пола. Потом обратно с выпрямленными ногами поднимаемся и прыжок. Давай попробуй. Во. Нет, еще раз. Все кроссфитеры прыгают на скакалке вот так. 3, 4, 5. Сейчас попробуем сделать маленькую тренировочку. Приседаешь 10 раз и потом делаешь 5 таких бурпи. 3, 2, 1, поехали. Давай, давай, ты сможешь. Вот это Workout of the Day, так называемая тренировка дня, которая публикуется в главном сайте crossfit.com. Она каждый день разная. Все тренировки в кроссфите не повторяются, поэтому человек не устает, нет однообразия, постоянно разнообразные тренировки. Вообще, упражнения по кроссфиту – это очень сложная вещь. Лучше, я думаю, не бегать по манежу, а заниматься здесь. Толку больше и веселее. Тем более еще тренер веселый. Наш выпуск, посвященный мужчинам, подходит к концу, и у нас для вас есть несколько объявлений. Дорогие друзья, вступайте в нашу группу ВКонтакте Prop TV. Смотрите наши выпуски онлайн, комментируйте, оставляйте свои пожелания. И сейчас у нас снова начался набор корреспондентов в нашу студию. И, возможно, именно вы станете нашими новыми коллегами. Мы будем рады вас видеть. Увидимся ровно через неделю. Всем пока. До новых встреч! Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.